Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск путевых заметок. Сулейман Ашта. Ему 109 лет. Когда старого Аршбу спрашивают, не трудно ли ему взбираться на кручи, он отвечает народной пословицей: «Дорогу осилит идущий». Несколько раз в год он отправляется к Дворчельскому ущелью, чтобы повидаться с внуком. И каждый раз он видит, как изменяется жизнь в горах. Среди диких скал вырастают новые шахты, и машины все глубже вгрызаются в недра гор, добывая новые богатства для советской родины. Я никогда раньше не бывал на высоких террасах Туарчала, Джантоу, Ахармара, Хуазан. Пока вот этот эпизод старой хроники образца советской пропаганды не впечатлил достоверностью образа, и пока один очень талантливый человек не подарил мне сборник своих стихотворений под названием «Джантоу, я хочу вернуться к тебе вновь». Образ становился все более заманчивым, и мой очередной маршрут был предопределен. Я выбрал Джантоу. Конец абхазской географии. Город-призрак. Так отзываются многие путешественники и журналисты об этих местах. Но все сходятся в одном. Это место необычайно красиво. На месте бывшего абхазского села, у слияния рек Алдзги и Гиджирки, в ущелье, огражденном лесистыми хребтами, сложился совершенно своеобразный мир. Город, разбросанный островками на нескольких террасах, многоэтажные дома на склонах гор, жилые кварталы, соседствующие с обрывами и водопадами, с другой стороны сложный комплекс предприятий, шахты с горнообогатительной фабрикой, гидростанция, способная снабжать энергией весь регион, множество заводов, выдававших самую различную продукцию, от асфальта и доломитовой крошки до средств электронной связи. Я никак не мог определиться, с чего начать рассказ, пока перед объективом моей фотокамеры не всплыли зияющие пустыми глазницами окон величественные постройки сталинской эпохи. Правильно, дома. Они, как и люди, хранят память. В этом доме на горной террасе Джантоу в семье шахтера родился мой собеседник Тимир Курбанов. С этим местом связаны самые мои теплые воспоминания. Это лучшие годы детства, отрочества и юности. Мой отец родом из Дагестана. В тот советский период приехал туда, будучи геологом, еще молодым человеком, неженатым. Это было в 1964 году. И начал свою трудовую деятельность на шахтах, практически проработав на всех шахтах Туарчала. В этом же году он встретил там девушку из Ачамчиры. Они познакомились в Акармаре. Это если ехать на Джантоху по пути. Она также молодым специалистом приехала туда работать. Работала она в универмаге, в детском отделе. И там у них произошла такая первая встреча, которая их связала на всю жизнь. И в 1964 году, последний день уходящего года, они поженились. Позже родился и я появился на свет. Там есть в центре Джантухи такой дом каменный, если вы там наверняка были и видели этот дом, каменный. В среднем подъезде на 5-м этаже это моя, как у горцев говорят, сакля. Мой отец
всю дальнейшую, как говорится, свою сознательную жизнь прожил именно на Джентухе. Вот. Последние годы своей жизни он уже работал главным геологом шахтоуправления. Ну, не секрет то, что вообще этот населенный пункт и Акармара, и вот эта верхняя часть нынешнего города Ткварчели, да, они, в общем-то, создавались и строились, ну, благодаря открытию и разработке угольного месторождения. Все, что необходимо было для 20 века, для той эпохи, все, в принципе, там присутствовало. Начиная от, допустим, детских яслей, садика, школы, музыкальной школы, телефонная связь, свой радиоузел. То есть, в принципе, не выезжая из этого поселка, все необходимое для жизни там присутствовало. Это поселок населяли работники ИТР, то есть инженерно-технические работники, рабочие, там, служащие, учителя, врачи. То есть жизнь была насыщенной. Если проводить все же параллели, вот, даже в то время, когда к нам приезжали довольно-таки часто друзья из других регионов Советского Союза, и тогда они даже вот говорили о том, что у вас все хорошо. Даже из больших городов, где вроде бы их тогда не удивить, там, скажем, цивилизацией. Вот, вот такая вот цивилизация сложилась там. Кажется, что машина времени везет в прошлое, где остановилось время, даже пошло вспять, уничтожая следы некогда цветущей цивилизации. Брошенный людьми город ждало неумолимое увядание. Как показывает практика, в подобных случаях природа быстро начинает отвоевывать некогда утраченное, особенно когда в этом помогают люди. Некоторые отнеслись к родине предков без особенных сантиментов. Полуразрушенные здания стали источником дешевых строительных материалов, а металлические составляющие железнодорожных полотен давно переплавлены во что-то другое, где-то далеко, отсюда в чужих печах. Наверное, каждый выживает как может во времена крушения цивилизации. В советский период этот шахтерский городок был уникален на всем Черноморском побережье Кавказа. Его официальный статус индустриального центра Абхазии лишь в малой степени отражает всю его необыкновенную атмосферу. Город походил на мечту коммунистических пропагандистов. Не в каждом регионе бывшего СССР сооружались архитектурные строения, впечатляющие своей монументальностью и изысканностью. Здесь, над городом, на высоте птичьего полета, до сих пор остаются висеть конструкции величественных железнодорожных мостов. Говорят, все было сделано руками немецких конструкторов. Добротно и на века. Молчаливый поиск свободы, во взгляде, что с твоим не един. Между стеклами слово застряло, словно птица брошена ввысь. Между нами одно начало страна, что душою укрытая мысль. Эти строки, которые я вычитал из сборника стихов Ричарда Чкадуа «Джантоу, я хочу вернуться к тебе вновь», как нельзя лучше созвучны моему настроению после джантоуского вояжа. Если говорить о ощущении счастья, то вот связано с этими местами детство, потом юность, и настолько светло и приятно, что вот когда переехали уже в Сухум, это в 80-х годах, я не мог, чтобы в неделю раз не вернуться. Это как некий аккумулятор, надо было подзарядить его именно вот там.
и общением с людьми, и, конечно, самими местами. Ну, красота, она именно вот кварчельская красота привлекала тем, что она природная. Все остальное, то, что было сделано человеком, было сделано в дополнение и было сделано гармонично. Таир, знаешь, вот я как бы изучая историю города, там очень интересная вещь. Обычно города, как в нашем понимании принято строиться, да, они строятся цельно. Вот там определенная территория географическая, и там строится город. Но в случае с Кварчалом все было по-другому. Город основывался на маленьких поселках городского типа. Джантова, Кармара, Квазан, там так называемая Поляна, 6-я, 8-я шахта. И вот в этих маленьких масштабах он строился чисто архитектурно, ну, в ювелирном исполнении. Потому что не было большого разброса и задачи строить мегаполис. И строилось это для тех, кто там живет, и ими же и строилось. Это как в хорошем парке, да? Закладывают парк, а потом уже смотрят, где чаще всего ходят люди, там и делаются тротуары, тропиночки для людей. Они заранее не определены изначально. Они уже в процессе жития показывают свою необходимость. То же самое и там. И все было очень автономно. В каждом поселочке, там тот же Джантова, Кармара, школа своя, своя инфраструктура самодостаточная. И вот такое ощущение создавалось, что вроде бы ты в некоем вакууме живет человек, да, который там живет, он отдален от, там, скажем, центра. А в другом случае ощущалось то, что именно в этом вакууме чувство свободы было, вот внутреннее. Оно не было ограничено никакими границами. Ты мог выйти, мы детьми бывало выходили на улицу просто во двор погулять, и через полчаса мы уже в лесу, там костры жгли. Вот этих границ между городской цивилизацией и природой не было. Все гармонично существовало. Гармонию в этом городе поддерживала особенная культурная атмосфера, которая сегодня объединяет многих выходцев из Тхуарчала, с которыми мне когда-либо приходилось знакомиться. Я видел здание кинотеатра в Джантоу. Уж очень вычурно смотрелись его останки на высокой горе. Да что там кинотеатр? В 60-х годах прошлого столетия было налажено даже авиасообщение Сухум-Тхуарчал. Вертушка Ми-4 взлетала из Сухума, с площадки, что рядом с бывшей гостиницей Тбилиси, и приземлялась в Тхуарчале, около Дворца культуры. Выходцы из Тхуарчала, выпускники школ шахтерского городка, всегда отличались особой эрудицией, образованностью. С чем было связано такое интеллектуальное развитие? Я думаю, все-таки система вот этого, того строя, который был там 60-е, с 50-х годов, уже послевоенных, скажем, после Великой Отечественной войны, она позволяла в Тхуарчале аккумулировать интеллигенцию. Очень много технической, так называемой, интеллигенции было там саккумулировано, потому что это единственный промышленный город, и обусловлен он был тем, что там должны были работать профессионалы. Соответственно, ты накапливаешь там человеческий фактор интеллектуальный, а он же не просто так существует. Он создает семьи, у него дети. Учителя, которые приезжали туда работать, они были очень хорошей квалификации. Со всего Союза делались разнарядки после окончания вуза и направляли туда специалистов на работу. Полностью отдавали своему делу. Я прекрасно помню своих учителей и огромная им благодарность за то, что вложили в меня то, что есть сегодня. Образование было максимальным. Оно было максимальным, и очень интересен тот факт, было очень много книжных магазинов. Люди читали. Люди читали, и, соответственно, эта духовная пища, интеллектуальная, она к ним приходила регулярно, в разных форматах. Это многое определяло. Да, такое было время. Система в определенном смысле работала. Мы прошли определенную школу, школу общеобразовательную с фундаментальным советским образованием.
и дополнить и закрепить это кадровый потенциал. Мы были укомплектованы кадрами, всеми необходимыми кадрами. И люди тогда, в общем-то, работали без оглядки. Шли, как говорится, вперед. И были уверены в завтрашнем дне. Творчальские угольные месторождения, ставшие основой процветания города, эксплуатировались очень интенсивно. Истощение угольных запасов давало о себе знать еще до распада Советского Союза. Среди творчальской интеллигенции были люди, которые предвидели упадок городской жизни и пытались найти альтернативу добыче угля. Мой отец очень переживал за будущее города. И не просто молча как бы переживал, а писал об этом, предлагал, даже писал, вот тогда республиканские газеты вот были, они вот печатали его такие вот предложения. Он предлагал бальнеологический курорт, то есть в нашем городе достаточно целебных источников, есть выход воды. Там сероводород и площадка позволяла. Он предлагал там, значит, строить, ну, в тех реалиях, в тех условиях, как бы в той еще стране. Вот. Ну, этим как бы планом не суждено было сбыться. Города иногда приходят в запустение. Даже в развитых благополучных странах есть города-призраки. В одной Италии их насчитывается более 20. Давным-давно на одной безымянной горе, нависающей над курортной Сан-Ремо, местные жители покинули средневековый город, где их предки проживали столетиями. Виной явилось землетрясение, а затем и война. Так Бусана Векья оказалась приговоренной природой к забвению. Формула «то, что мертво, умереть не может» нашла здесь свое удивительное подтверждение. Только место «Игры престолов» в данном случае заняла долгая борьба творческой богемы с равнодушной ко всему живому системой. 36-летнему керамисту и скульптору Джанни пришла в голову идея создать на месте Бусаны свободную от властей коммуну представителей творческих профессий. В то время в Бусане не было даже примитивной инфраструктуры, ни воды, ни электричества. Молодые художники съезжали сюда со всей Европы и создавали свою среду обитания. После неудачных попыток выселить их оттуда, власти вынуждены были подвести к городу и систему водоснабжения и канализации, а затем электричество. И понемногу город превратился в популярный туристический аттракцион. Туристов привлекала сохранившаяся атмосфера аутентичного средневекового города и богемное настоящее. Город постепенно стал и местом для бизнеса. Так творческим людям удалось оживить погибший город, превратив его в туристическую достопримечательность, а может быть подобное диалектическое настоящее, где сочетается налаженный быт и развалины. Богемность и массовый туризм сможет вдохнуть новую жизнь в наши Джантоу и Ахармару. Ну, очень интересная мысль, Таир, конечно. Я очень рад, что я слышу эту мысль от тебя, потому что перекликается с моим внутренним тоже состоянием. Но если вот поразмыслить на эту тему, да, что есть художник вообще? Это человек, который свободен внутри себя. У него нет внешних ограничений, скажем, географических, да, там, материальных, по большому счету. Он стремится изнутри к свободе. Значит, ему нужно пространство, неосвоенное. Вот те примеры, о которых ты говоришь, когда, ну, под словом художник я воспринимаю любого творческого человека, да, когда он возвращается на какую-либо пустошь, возвращается, потому что там до этого уже был человек, и он просто как гражданин возвращается и выстраивает на нем свой быт, свое творчество. Это очень хороший показатель. Но чтобы к нему прийти, вот это чувство внутренней свободы, оно должно быть безграничным. В наших условиях, я думаю, что надо так воспитывать детей, молодежь,
и жить в таком обществе, чтобы человек чувствовал, что он принадлежит этой земле. Вот на самом деле, что эта земля, она его мать, она его дом, она его примет. Ну, без прошлого, конечно, нет настоящего, да, а для того, чтобы было будущее, для этого надо строить и делать настоящее. И что мы делаем все вместе в этом настоящем? Это вопрос не кому-то, это вопрос каждый пусть задаст себе. Что на сегодняшний момент он сделал для того, чтобы завтра стало лучше? Если мы просто изменим свой подход и свое отношение ко многому окружающим, да, это может быть философия, сегодня как философия звучит, но без этой философии жить и творить невозможно. Сегодня в поселках над Кварчалом еще живут люди. Их немного, 20-30 жителей, возможно, чуть больше. Несколько домов накрыли новой кровлей, работает продуктовый магазин. Говорят, к лету город оживает. И здесь, возможно, когда-нибудь удастся возродить былую славу бальнеологического курорта. Построенное в середине 20 века, буквально над пропастью сооружение с забетонированными ваннами, похоже, вновь начинает функционировать. Предприимчивые местные жители налаживают хозяйство, и за определенную плату возможно будет пополнить число пока еще немногочисленных купальщиков в радоновых ваннах. В Ахармаре еще 2 красивейших водопада, и, возможно, при хорошем стечении обстоятельств Кварчальские горы потянется длинная вереница туристов. Город мечта, да, ваше представление о таком городе? Можно как-то подробнее описать улицы, дома, людей, которые живут в этом городе? Чем они должны заниматься? Надо пробовать максимально все. Если это будет касаться, скажем, народных промыслов и производства, которые могут финансово обеспечивать хотя бы часть бюджета вот этого населения, так определим ее как коммуна творческих людей, да, то значит надо вкладывать и в народное творчество, и в производство. Там, если это, предположим, кузнечное дело, а так как Кварчал был всегда промышленным центром, значит там уже есть какая-то база для того, чтобы заниматься кузнечным делом, либо пошивочным делом. Для художника это писать, творить. Для человека пишущего тоже думать, созидать. В любом случае надо созидать. Может быть, с маленьких каких-то ячеек, а применение найдется всем. Всем, и людям творческим, и людям инженерным, мыслящим, да. Вот. Он очень самодостаточный. Я помню, во время войны у нас всегда шла вода, хотя не было электричества. Она там самотеком шла, и люди умудрялись даже брать маленькие динамо-машины от велосипедов, ставить на них какой-то пропеллер, и вырабатывалась электроэнергия. К чему говорю? Он очень самодостаточный, этот город, весь Кварчал. И географически он находится несколько изолированно. Это дает свои плюсы. Там лишних людей не было никогда. Вообще проблема современного мира, в котором мы живем, на мой взгляд, здесь в Абхазии, она в чем? Это сужение географических масштабов в собственном сознании. Сегодня поездить по разным концам Абхазии, там где-то, предположим, в Сальме, да, ты спросишь у людей, вот вы слышали, что есть такой город Кварчал? И очень многие даже не слышали об этом. Это значит, надо расширять сознание. Нам нужны новые города. Мы много говорили об этом,
раньше с друзьями. Нам на самом деле нужны новые города, потому что вот это ощущение сжатости в том же Сухуми, его чувствуешь. Места становится мало. Мы строим офисные здания, возле которых нет автопарковок. Люди начинают сжиматься внутри себя. А это неразрывно связано и с внутренним состоянием свободы тоже. Когда ты чувствуешь, что твои плечи все время зажаты, ты ощущаешь какую-то несвободу. А зачем нам строить на целине, на пустом месте, если у нас есть основы? Исторические, географические, архитектурные, духовные основы. Видно, Творчал, он очень интересен вообще своей историей. Это место, в котором были поселения еще бронзового века. Не просто так же. Значит, что-то манило туда людей, что-то их там держало. Я уже не говорю о таких факторах, как там, полезные ископаемые. Да, все. Экология. Чистейшая экология. Воздух, которым можно дышать. Воздух, который можно есть, поглощать как пищу. Га-га-га. Га-га-га. Знаешь, есть одно воспоминание, я к нему возвращаюсь, как к некому фильму, который в голове застрял какими-то кадрами с кинопленки. Раньше проводилось очень часто и много конкурсов рисунок на асфальте. В Творчале стояло очень много платанов. И вот для меня вот запечатлелось как-то в памяти моей. Иногда даже себя со стороны видишь, когда мы, дети, сидим, рисуем на вот этом освещенном, ярком асфальте от солнца, эти осенние листья платановые кругом. Чувство умиротворения и спокойствия. И сегодня, когда я вспоминаю это, оно опять ко мне приходит, это чувство умиротворения и спокойствия. А оно же многое определяет. А если ты умиротворенный, спокоен у себя дома, что может быть лучше этого? Вот такую интересную историю я вынес из очередного путешествия. Хотелось бы, чтобы эта история получила достойное продолжение. Не оставаться же замечательному городку сталкерским объектом. Представляю, как эти живописные пейзажи освоят музыканты, фотографы, киношники. И за ними обязательно потянутся люди в поисках свободы и вдохновения. И тогда уже новые граждане города напишут: «Я вернулся к тебе, Джантоу». До встречи в путевых заметках.